Ответственный подход к детскому здоровью. В Сыктывкаре прошла научно-практическая конференция, посвященная актуальным проблемам педиатрии. Она собрала на одной площадке экспертов из разных медицинских учреждений. Каким выводом они пришли, расскажет Ксения Лосева. Заболевания сердечно-сосудистой системы, онкология, болезни, связанные с генетическими и наследственными факторами. Сегодня все чаще привычные взрослые болезни проявляются и у подрастающего поколения. Так, например, еще 20 лет назад было принято считать, что высокое давление – это проблема людей, достигших определенного возраста. Сейчас страдают от него и дети. Истоки повышения артериального давления, то есть артериальной гипертензии, следует искать в детском и подростковом возрасте. Истинные причины, они остаются неизвестными. Это могут быть и заболевания каких-то других органов и систем, например, почек, сердца, некоторые врожденные пороки сердца сопровождаются повышением давления, заболевания эндокринной системы, опухоли и так далее. Но где-то приблизительно с 11-12 лет у детей возникает и такая же первичная эссенциальная артериальная гипертензия, как у взрослых. На протяжении нескольких десятков лет педиатрическая служба КОМИ по основному показателю младенческой смертности входила в десятку лучших регионов страны. К сожалению, в последнее время наметилась немного другая тенденция. Медики верят, ситуация поправима, а потому такие форумы, которые дают возможность поделиться опытом, актуальны как никогда. На ранних этапах диагностики сердечно-сосудистых заболеваний в детском возрасте нам на сегодняшний день очень поможет в будущем иметь здоровое население. И вся конференция – фундаментальная часть. Очень много новых научных результатов, которые очень актуальны на сегодняшний день и будут внедрены в практику педиатрии в нашей республике. Среди главных задач продолжение снижения младенческой и материнской смертности даже в условиях новейших тенденций. Еще одно важное направление – это принятие активных мер в области профилактики детской заболеваемости. Это сложная проблема, далеко выходящая за рамки сугубо медицинской деятельности. Помимо самих медиков, сегодня в зале много и студентов. Именно от них в будущем будет зависеть здоровье юных жителей Коми. Уже прошло, по-моему, 4 выпуска лечебного факультета. У нас работают выпускники лечебного факультета, знаете, это очень хорошие ребята. И хотя они работают в детской больнице, они работают очень достойно. У них большие перспективы. И я думаю, мы наконец-то сможем решить проблему кадровую. Сохранение здоровья подрастающего поколения сегодня национальная задача. Достигнуть хороших показателей здесь получится только при комплексном подходе, говорят эксперты. Необходимо объединить усилия всех, от кого зависит жизнь детей. Это не только медики, но и социальные службы, представители власти и сами родители. Ксения Лосева, Олег Жуковский, телеканал Юрган, Сыктывкар.